поедем на местечко под названием Коричу. Там мы оставим свои автомобили и будем пешком добираться до места нашего базирования. Дальше нужно идти пешком часа 3, как говорят. Вот. Да, вполне возможно, что и 4-5 часов. По сравнению с этой дорогой, дорога к Дайскому водопаду — это просто аллея. Вот, наконец, добрались до пункта назначения, так сказать. Вот завтра нам обещают такой же сложный путь. Да? Отсюда мы пойдем в Никорой. Никорой — это вообще один из самых прекраснейших, уникальнейших комплексов вот такого типа башенных селений на Кавказе. Ну вот, наконец, мы и добрались до этого места. Осталось пройти буквально каких-то 50 метров по крутому подъему. И теперь мы можем с полной уверенностью сказать, что основная цель нашей экспедиции выполнена. В любом строительстве главное практичность, особенно в таких высоких, труднодоступных местах. Действительно, зачем здесь заливать фундамент из бетона, когда любая скала может являться фундаментом. На территории села Никорой есть хорошо сохранившаяся мечеть. И мы решили в этой мечети совершить намаз. И сейчас как раз мы слышим азан. То есть Соломбек, кажется, делает азан сначала, потом там совершим намаз. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Лишь одному Богу известно, когда здесь раздавался призыв на молитву в последний раз. Потому здесь, где единственные звуки издает природа, слышать азан было очень странно. Чувства буквально метались от смущения до восхищения. Ну а совершить намаз в старинной мечети такое ощущение точно не передать ни словами, ни видеорядом. Сам замковый комплекс – это что-то невероятное. Его башни и остатки строений заставляют крепко задуматься о своем прошлом. Этот комплекс, это средневековый архитектурный комплекс, то есть это башенное селение Никорой. Оно расположено на высоте 1800 метров над уровнем моря. И можно сказать, что это один из самых красивейших, живописных и уникальных комплексов такого рода на Северном Кавказе вообще. То есть здесь представлены все виды архитектурных строений, которые встречаются у нас в Горной Чечне. Здесь и боевая башня очень хорошей сохранности, высота ее 25 метров, она пятиэтажная. Ну и относится к типу башен с пирамидальной ступенчатой кровлей. Этот комплекс, то, что мы видим по стройке, это примерно позднее средневековье, где-то 14, 15, 16 века, в том числе и боевая башня. А мы можем говорить, что это для своего времени было крупное поселение? Ну да, конечно же, вот по масштабу строительства, которое здесь было, по всей видимости, здесь достаточно много людей жило. В 19 веке здесь уже, когда путешествовали русские офицеры, чиновники, они тоже бывали в этом селении Никорой. Есть описание, в том числе у Иванова. Чуть ниже мы, вот там, где мы сейчас как бы совершали намаз, это мечеть. Она напоминает по стилю Ушнийскую мечеть, которую мы снимали раньше утром. Это мечеть 19 века. Она,
имела всего лишь три стены и была пристроена вот к скале, к этому утесу, да. Тут, А вот первых поселенцев что заставляло в таких труднодоступных местах поселяться? ну, по всей видимости, вот такое густое заселение нашей горной части, даже можно сказать высокогорной части, было связано вот с нашествием монголо-татар. Когда люди, ну, для того, чтобы не попасть в плен монголам, не стать рабами, уходили и заселяли эти практически неприступные, недоступные пространства и строили такие мощные оборонительные сооружения. То есть, по сути дела, такая вот, мы видим, что это мощная такая крепость, практически неприступная. То есть, ее невозможно взять. И это была цена, которую люди платили за свободу. То есть, как бы у чеченцев вот самое главное понятие, самая главная ценность, самое главное богатство — это была свобода. Ну, это как бы сохранилось в нашем приветствии, там, марш Воваль, марш Аллахуль, как вот. سلامانی کردش کحیخا ملکدو ترسی درگه دنیا دو یحیل چنمیخا ویلمنی غلق دوی درگه دنیا دو یحیل چنمیخا ویلمنی غلق دوی اما کرغیتن تحرغنش حیزا ما دریا بزنت شمشون وصل غلق ويسر تسقيسر ارزونا ورلقتون وصل غلق ويسر تسقيسر ارزونا ورلقتون. Еще до нашего выселения, до депортации чеченцев, эти ущелья были наполнены людьми, как бы скотом, то есть здесь кипела, можно сказать, жизнь. И были хорошо проложенные тропы, за которыми следили жители этих ущелий. Они ходили друг к другу в гости, организовывали всякого рода вечеринки, чтобы молодежь могла общаться. Ходили на какие-то, вот, ну, периодически собирались жители, типа сходов, там, собраний у них было, где они обсуждали вот все проблемы, связанные с хозяйствованием, защитой от внешнего врага. И, в общем-то, до 1944 года практически все эти селения, которые мы сегодня видели, проходили, там, допустим, Бушни, Гюр, Бер и прочее, они были все очень густо заселены людьми. Уже после возвращения, в 50-е годы, жителям этих селений не разрешено было вернуться в эти горы, то есть запрещено, и они вынуждены были поселиться там на плоскости.